думаю, что ни один наш нормальный, здравомыслящий гражданин не может считать, кто бы это ни был, какой бы национальности, что он не имеет права голосовать или за кого ему голосовать и так далее. К великому сожалению, если мы пойдем по такому пути, мы дойдем до того, что сейчас армяне, потом по деревням, которые неправильно голосуют, потом по районам, кто неправильно голосует. То есть все, кто против меня, они не правы. Это, я думаю, что никто себе не позволит. Я на это надеюсь. Я не хотел бы, чтобы из этого был какой-то страшный ажиотаж, и чтобы людей могли пугать. Это позор для всей нашей страны. Мы не имеем права такое допустить. И я надеюсь, что это себе никто не позволит, здравомыслящим. А за тех, кто как бы это сказал или подумал, это бытовой национализм, мы приносим извинения. Более того, здесь тиражировали однажды мое выражение 2019 года. Значит, я хочу просто сказать, знаете, фразы вырывать из контекста, это не совсем правильно. Где я сказал, я хочу это просто напомнить, потому что я уверен, что после того, как мы сейчас поговорим, начнутся, как обычно, всякая писанина. Поэтому, кажется, я тогда сказал, что мне показалось, Цандрипше, что им, все равно за кого голосовать. А сейчас, к счастью, я так понял, что мои слова дошли, и люди пошли голосовать. Чтобы именно как раз таки голосовали. Я тогда просил, в моих словах было о том, что каждый гражданин, неважно какой национальности, кто бы ни был, что пошел и выразил свое волеизъявление. Я думаю, что после вот таких контекстов разговоров, люди, которые, может быть, даже и не пошли бы на выборы, должны пойти все и выразить свое настоящее. Спасибо за внимание.